Но чеченские уроки впрок не идут. Ровно 5 месяцев назад по проселочной дороге в обход российских блокпостов в районе Черноречья боевики въехали в Грозный и на 3 дня стали хозяевами чеченской столицы. Сегодня они повторили то же самое с точностью до минуты. Выйдя у Черноречья, расчленили город на квадраты и, как в марте, завязали бои в Старопромысловском, Ленинском и Октябрьском районах. Так же, как и в марте, они полностью блокировали комплекс правительственных зданий в центре Грозного и железнодорожную станцию, где расположены склады со всем тем добром, которое Россия посылает на восстановление Чечни. За 3 дня в марте российские войска потеряли около 70 человек убитыми и 130 ранеными. За 3 часа боев сегодня утром ранены 45, убиты 13 российских солдат. В воздухе уничтожено 4 российских вертолета. Столько же, сколько российские войска потеряли за 1,5 месяца боев за Грозный зимой 94-го. Сегодня во 2-й раз боевики взяли 2-й по величине город Чечни, Гудермес, и во 2-й раз без боя, потому что завгаевские милиционеры, которых вооружают федералы, по заведенному порядку, сразу же перешли на сторону боевиков. Боевики заявляют сегодня, что проводят спецоперации по зачистке Грозного от бандформирований из числа российских военнослужащих. Похоже, чечены, в отличие от российских генералов, схватывают все на лету. Языком официальной российской пропаганды они уже овладели. В свою очередь, российские граждане наизусть выучили имена чеченских бонапартов: Дудаев, Радуев, Басаев, Хайхароев и вот теперь Гилаев. И надо думать, сыт этим по горло. Из длинного списка российских военачальников, которых в Чечне меняют едва ли не ежеквартально, в памяти сидит, пожалуй, только Лебедь. Но Лебедь в Чечне никогда не бывал. Военные аналитики станут рассказывать нам, что, во-первых, боевики изменили тактику, и что, во-вторых, они вероломно воспользовались мирной передышкой. Вопрос заключается в том, что мешало российским генералам изменить свою тактику и почему они не воспользовались мирной передышкой. Наверное, потому, что во время передышки федералы были заняты спецоперациями в Шатое, Ведено и Бамуте. Ответственный секретарь Госкомиссии по урегулированию в Чечне Сергей Степашин придерживается иного мнения. Он уверен, что надо менять людей. Степашин сегодня предъявил ультиматум и потребовал от Яндарбиева и Масхадова вывести боевиков из Грозного и официально осудить действия полевого командира Гилаева. В противном случае Госкомиссия откажется от дальнейших переговоров с Яндарбиевым. У федеральной стороны, сказал Степашин, есть другие люди, с которыми можно вести диалог. Имена этих людей он, однако, не назвал. 2 часа, отведенные на выполнение этих требований, давно истекли, но ответ от боевиков Степашин не получил. По телевизору ему ответил Руслан Хасбулатов, которого чеченские лидеры уполномочили вести переговоры с Москвой. Хасбулатов тоже предлагает поменять команду. Переговорная комиссия, утвержденная государственной комиссией во главе с премьером, она не является носителем государственного авторитета, и подписанные с российской стороны членами делегации договоренности не являются обязательными ни для политиков, ни для военных, которые осуществляют руководство военными операциями в Чечне. Следовательно, эту группу вообще надо отозвать, поблагодарить ее за какую-то пользу, которую они принесли, наработки, и, очевидно, поручить непосредственное ведение переговоров делегации более высокого уровня, может быть, и непосредственно самому премьер-министру. И, наконец, к исходу дня определил свою позицию начальник главного штаба боевиков Аслан Масхадов. Он связался по телефону с редакцией радио «Эхо Москвы». Мы хотим, чтобы народ российский и мировая общественность знали, что война здесь не закончилась, и Россия сегодня не готова к этому. Второе. Мы слышим, тогда видно попытка втянуть эту военную авантюру политиков и военных, которые не запятнали себя кровью. Например, Лебедь, Родионова и других. То есть Михайлов, Степашин, Завгаев, Тихомиров их обманывает, говоря, что здесь остались разложенные группировки. Это обман. Здесь есть реальная сила, централизованная, управляемая. Поэтому предпринята такая акция.
Мы обречены зубрить чеченский рок до отупения, если не сумеем понять две аксиомы. Во-первых, для всего населения Чечни, даже для тех, кто на словах лоялен Москве, российская армия – враг номер один. И во-вторых, в Чечне сегодня действительно много непримиримых, но вот неподкупных, пожалуй, нет. Может быть, стоит изменить тактику, а заодно и стратегию. Владимир Лусканов, телекомпания НТВ.